Дворец крымских ханов Бахчисарая. Когда-то центр политической, культурной и духовной жизни полуострова, всего Крымского ханства. Бесценный памятник истории и культуры общемирового значения, не побоюсь этого слова. Единственный сохранившийся в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Наверное, самое ценное культурно-историческое наследие крымских татар. Наконец, это историческая и туристическая визитка всего полуострова. Дворец строился в течение 16-19 веков. Самые древние его постройки – это ханская мечеть и баня Сарай-Гюзель, были датированы 1532 годом. А за эти века, конечно, он несколько раз горел, подвергался разрушению. Самый большой пожар произошел, и горел и восстанавливался. Самый большой пожар произошел в 1736 году во время захвата Бахчисарая фельдмаршалом Минихом. Потом он перестраивался при подготовке к визиту императрицы Екатерины II. И где-то с 1840 года начались строительные, ремонтные, реставрационные работы. Если верить специальной литературе, они чем-то напоминали, возможно, то, что происходит сейчас на территории дворца. Например, специалисты упрекают архитектора Колодина, который из-за древности уничтожил 3 из 4 зданий гарема, Зимний дворец, обширный банный комплекс, некоторые другие объекты. С 1917 года дворец стал музеем, и с той поры, в составе какого бы государства ни находился Крым, он охранялся и охраняется государством. Правда, то, что сейчас происходит на территории Бахчисарайского дворца-музея под понятие охрана культурного наследия, на мой непрофессиональный взгляд, абсолютно не подходит. Эти строители, ремонтники, аварийщики, реставраторы, я не знаю, как их назвать, ведут себя с этим знаковым, сейчас хотела сказать слово «скрепы», символическим для Крыма объектом культурного наследия, ведут себя хуже, чем слоны в посудной лавке. Вместо очень тонкой, послойной, осторожной работы реставраторов здесь просто бьет какая-то кувалда, заливается железобетон, все это покрывается полиэтиленовой, все в дырках крыши, через которую спокойно проходит и дождь, и снег. Общественность полуострова, и в том числе специалисты, они начали первыми, давно уже бьют во все колокола по поводу того, что происходит на территории сейчас Бахчисарайского дворцового комплекса, в частности, в ханской мечети. Но звук этих колоколов как-то вот так вот растворяется в атмосфере. Почему? Что происходит? И что вообще с этим делать? Вот по этому очень серьезному поводу, потому что это уже просто невозможно по этому поводу молчать, мы решили провести вот такой своеобразный круглый стол в рамках такой мини-студии портала Crimean Tatars. Наши гости, начну от ближайшего от меня, Эдем Дудаков, он общественный активист, когда-то был руководителем ПМК-6, я не ошибаюсь, да, ПМК-2, которая занималась реставрационными, в том числе, работами. Людмила Щусь, профессионал-реставратор, архитектор, правда, как я сейчас узнала по образованию, но последние годы она работала именно реставратором. И Людмила автор вот той знаменитой петиции по поводу реставрации Хан-Сарая, которая была обращена к Министерству культуры и Госкомитету по охране культурного наследия. И известный всем пан Алекса Гайворонский, известный историк, наверное, один из самых известных историков, популяризаторов истории Крымского ханства. И прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте посмотрим, каким был дворец раньше, еще совсем недавно, да, может быть, даже этим летом. И что сейчас происходит в нем? Я прошу показать фотографии. Это ханская мечеть. Такой она была еще летом 2017 года. А теперь она имеет вот такой вид. Залитый дождем михраб, незащищенные постройки ничем. Это балкон, который тоже заливается с крыши дождем.
Это фасад с бесценной росписью мастера Амера. И выглядит он сейчас так. Трудно начинать этот разговор, потому что на самом деле, наверное, я не знаю, не часами, сутками можно говорить о том, что уже наболело. Это на самом деле наболело. Я хотела бы с вас начать, пан Алекса. Что такое для нас, для всех Бахчисарайский дворец? Вот какова его истинная культурная, историческая ценность? Не бойтесь общих слов. Я знаю, что вы не любите их произносить, но учитывая, какой вы специалист в этой теме, хотелось бы как бы прочувствовать всю боль от того, что происходит по сравнению с тем, что это есть на самом деле. Ну, если говорить о ценности дворца, в свое время, в 2003 году, мы в Бахчисарайском государственном историко-культурном заповеднике подали, причем достаточно неожиданно для правительства даже, подали документы на рассмотрение ЮНЕСКО, для того, чтобы они рассмотрели вопрос о возможном включении Ханского дворца в список всемирного культурного наследия. Но нас туда, я бы не сказал, что кто-то особо продвигал. ЮНЕСКО устраивала свою конференцию тогда в Крыму, просто по определению перспективных памятников культурного наследия во всем северо-причерноморском регионе. А Бахчисарай у них был предусмотрен просто как, может быть, маршрут, так сказать, выходного дня. Но мы в Бахчисарайском заповеднике, так сказать, подсуетились, и эта экскурсия, так сказать, досуговая, развлекательная вот этих представителей, эту экскурсию мы подготовили, собственно, как презентацию памятника для включения его в те самые списки. Лично презентовал им на английском языке, и решение вот этих вот гостей, оно было просто одностайным. То есть, как такой объект находится вне зоны нашего внимания, конечно, его надо скорее, так сказать, включать. И по итогам своей этой конференции они такую резолюцию приняли, что рекомендовать правительству Украины внести его в национальный предварительный список. Так вот, мы начали готовить эти документы, и там как раз были такие формулировки, согласно которым любой в мире памятник может котироваться именно как элемент всемирного культурного наследия. У нас было 3 главных формулировки, по которым мы подавали, по которым мы аргументировали всемирную культурную значимость дворца. И основная из них, это была формулировка, которая, я не точно цитирую, но передаю смысл, то есть являться единственным, либо наиболее значимым памятником какой-нибудь культуры. И этому критерию объекта культурного наследия хан Сарай удовлетворял полностью. Потому что мы все хорошо знаем, что от Крымского ханства, от средневековой крымско-татарской культуры не так-то много памятников осталось на территории полуострова. И наиболее масштабный, самый главный, самый значимый, который собою демонстрирует культуру сразу нескольких столетий, строительных периодов, это, безусловно, Ханский дворец. То есть это получается основной и главный материальный памятник вообще оставленный культуры Крымского ханства. И все эксперты с нами согласились в этом. То есть это, я думаю, ЮНЕСКОвский критерий, он и является таким основным определением значимости дворца. То есть это самый главный, самый основной памятник культурного наследия, оставленный этой цивилизацией. И это не просто наш, так сказать, крымский патриотизм, когда мы хвалим свои объекты. Это было признано и на международном уровне тоже. То есть если бы мы прошли все эти процедуры, то в конце концов ЮНЕСКО включил бы этот памятник в свой реестр. Знаете, здесь... Там еще Херсонес, по-моему, был. Да, там был еще Херсонес, и наряду с нами там тоже несколько памятников Украины различных приняли к рассмотрению в том же 2003 году. Я думаю, что мы вошли бы в ЮНЕСКО, Ханский дворец мы смогли бы туда продвинуть, но я скажу так, что нам этого не дали сделать. Может быть, сейчас очень легко, сидя в Крыму, критиковать правительство Украины, допустим, 2011 года, и я не буду делать это, именно по этой причине. Но было принято решение переформулировать
эту номинацию, и уже вместо Ханского дворца, то есть правительство Украины в 2011 году, изменив номинацию, подало на рассмотрение, вот на внесение в этот список уже, так сказать, весь исторический ареал старого Бахчисарая, включая, то есть, массу памятников, включая даже и зоны жилой. Ну, это как в том исторической анекдоте. застройки. Помните, когда на собрании в совхозе поставили в повестку дня два вопроса: строительство коммунизма и ремонт забора. Так как на строительство коммунизма не было стройматериалов, решили остановиться на ремонте забора. Но вот здесь получилось Тут немножко наоборот, да. даже наоборот. Потому что мы, когда подавали именно Ханский дворец, мы отдавали себе отчет, что только в пределах Ханского дворца, то есть там, где наши учреждения ответственны, мы сможем обеспечить соблюдение, скажем так, режима вот этого памятника всемирного культурного наследия, и мы могли это гарантировать. Ну вот и что сейчас происходит с этим памятником, претендующим на звание объекта всемирного культурного наследия? Людмила, что вас заставило, тоже несколько месяцев назад, если я не ошибаюсь, осенью написать полтора года назад, написать вот эту вашу знаменитую петицию? Ну, дело в том, что в 2009-2011 годах мы занимались с Ольгой Николаевной Кушлик, это фирма «Оберег», которая работала в то время на территории Ханского дворца. Мы делали обследование, которое предполагало за обследованием, что будет дальнейшее продолжение, будут разработаны и первоочередные работы, и проект реставрации. И мы принимали как бы решение, каким образом мы можем осилить реставрацию. Именно тогда говорилось о южных сооружениях главного корпуса. Потому что главный корпус у нас по входной части, в которой мы входим во дворец, он делится на северную и южную часть. Деление чисто условно, но просто для удобства как бы проектирования, ведения строительных работ. Смысл этой петиции в нескольких словах. Значит, когда мы разрабатывали этот проект, мы пришли к выводу, что, в общем-то, самым оптимальным будет возможность реставрировать его по частям, блоками. То есть реставрировать. Реставрировать, да, естественно. При реставрации блоками мы держим всю систему в комплексе, потому что, когда мы делали исследования, мы рассматривали весь комплекс. А реставрировать именно поблочно. Это допускало, во-первых, оптимальное привлечение специалистов, оптимальное решение как бы, вот, защитных мероприятий, в том числе замена строительных конструкций и кровли, которая необходима, не полная замена, а реставрационная замена, которую решать мы планировали именно в летнее время, для того, чтобы делать это все по технологиям, чтобы в то время, когда помещения не подвергаются таким и осадкам, и промерзанию в том числе, можно было сделать замену. В общем-то, как это делалось уже начиная с 1960-х годов, когда этим дворцом занималась Лопушинская. Это Укрпроект реставрация, всегда делалось таким образом. И поэтому, когда... То есть это тогда уже вызывало у вас, когда еще не начались сегодняшние работы, вы тогда уже об этом стали говорить, да. Как бы выступили такой Кассандрой, да, своеобразной, зная, чем это все кончится. Да, Лиль, почему именно Кассандра, да, которую никто не услышал? Почему насторожило как бы возведение данного навеса над южной частью Ханского дворца? Потому что можно я вас прерву с навесом? Мы до навеса дойдем, потому что вот мне кажется, если еще что-то мы можем сделать, то вот как бы остановить хотя бы этот злосчастный навес. Вот то, что сейчас происходит, и вы, конечно, все это видите, и душа у вас болит, наверное, больше, чем у всех остальных, потому что вы реставратор. Вот там соблюдается вообще поведение такое, как памятнику охраны. Потому что вот если я не ошибаюсь, вообще весь дворец, как целостный комплекс, отдельные его строения, элементы конструкций, это памятник, это предмет охраны, и о чем говорят множество приказов Госкомитета по охране культурного наследия. И вот я надеюсь, сейчас их покажут, просто полистайте эти приказы, потому что я вот оттуда узнала очень много интересного всяких об этом замечательном ценном объекте, там все прекрасно написано, и до мельчайших подробностей, что именно, я не знаю, краска, уголок, роспись, витраж,
чуть ли не по сантиметрам все расписано, что все это предмет охраны. Нынешнее поведение вот тех людей, которые там работают, его можно отнести как поведение с предметами охраны? Ну, когда начиналась противовоенная работа, вообще говорилось о противовоенных работах на Северном скате, кровли ханской мечети, которая находилась в это время в аварийном состоянии. То есть образовалась деформация кровли, и об этом уже били тревогу общественники, почему не делается ремонт. Но это было как раз на рубеже, когда мы перешли вот этот вот переход из Украины в Россию. Тогда эти работы невозможны были. И поэтому тогда люди стали поднимать вопрос, почему не ремонтируется. И когда начинались противоаварийные работы, говорилось именно о Северном скате. Понимаете, противоаварийные работы – это всегда присутствие не обязательно реставраторов, это могут быть просто строители. Понимаете, и говорилось о том, чтобы… На объекте культурного наследия? Допускается. Без наблюдения, в том числе Нет, научного, нет, экспертов, реставраторов? Обязательно наблюдение. Авторский надзор на противоаварийных работах осуществляется постоянно. Здесь же при раскрытии, при работах осуществляется фиксация. В случае необходимости работы останавливаются, делаются замеры, делаются исследования, привлекаются специалисты. Это все фиксируется, и потом в отчете, это все документально, это все делается отчет, ну, вот как археологи сдают свой отчет, точно так же и реставраторы, они сдают свой отчет, и говорится о том, что было обнаружено, что было принято, каким образом это было реализовано в натуре, и каким образом… Есть обязательно журнал авторского надзора, где реставратор, значит, по ходу реставрации может вносить свои изменения. То есть научный надзор обязательно. Вы знаете, я пролистала очень много документов, в том числе государственную экспертизу, акт государственной историко-культурной экспертизы. В качестве экспертов были выбраны 3 человека. Это Виктор Кувшинников, инженер, профессор кафедры инженерной геологии Российского госгеолого-разведочного университета, Елена Скынникова, архитектор-реставратор высшей категории, гендиректор Московского областного информационно-аналитического культурного центра, и Сергей Демидов, также архитектор-реставратор высшей категории, представляет центральные научно-реставрационные проекты министерства, является там главным архитектором. И ни одной крымской фамилии. Тех специалистов, которые как бы каждый день и трогали вообще вот этот предмет охраны. Очень жаль, да? Естественно. Потому что на противоаварийных работах я считаю, что архитектор-реставратор должен находиться постоянно. Они сейчас там есть? Вы знаете, я до того, как опубликовали петицию, я немножко общалась с прорабом, который вел эти работы. После того, как петицию опубликовали, доступ не только меня, но и всех был запрещен, понимаете? И когда когда я поднималась, в смысле была на объекте и поднималась, смотрела, что делается по Северному скату, это было еще до петиции, это было осень 2016 года. Наказали вас? Да, меня наказали. А другие? Значит, не просто вот пришел и посмотрел, и так взял за голову, сказал, ой-ой-ой, как жалко, какое безобразие. В данном случае, когда в качестве, я не знаю, вот на научного сопровождения кто-то сопровождает вот это эти неизвестно, работы? я не знаю. Почему? Потому что когда я поднималась осенью 2016 года, я спрашивала у прораба, который вел работы, говорю, кто-нибудь фиксирует? Он говорит, я делаю фотографии и отсылаю проектировщикам. Понимаете, то есть для меня было это непонятно, потому что… Новое слово, видимо, в науке потому что реставрации. даже как снять и что определить. Во-первых, по фотографии это невозможно определить, понимаете. Но в данном случае говорится о том, что проектировщики, ну, точно так же, как сейчас вот подают нам, зачем копаться вот во всех этих мелочах, понимаете, мы решаем глобальные вопросы. рухляди, типа. Мы решаем глобальные вопросы, понимаете. Ведь даже то, что произошло с кровлей, вот я вам передала фотографии крыши, потому что я была там, я ее обмеряла. Да. Я тогда, когда делала обмер кровли, я просто начинала с керамет, а потом ушла, потому что мне было сказано, что никакие научные разработки делаться не будут, понимаете? То есть, когда мне объяснили, что в принципе работать
так как я привыкла, это невозможно, в общем-то, мне пришлось уйти. Результат. Дембей. Вы самый активный общественный активист, который работает по этой теме, но только очень коротко. Вот результат. Что в результате дало нам отсутствие вот этого научного сопровождения, экспертного сопровождения тех работ, пусть они будут аварийно-спасательными, которые сейчас ведутся на территории Ханской мечети и вообще дворца? Ну, во-первых, я скажу, что есть подмена понятий. Я думаю, что вот эта экспертная группа, она провела экспертизу формально. Ну, наверное, им просто снимки тоже посылались. Да, формально, потому что они даже, может, даже не выезжали на объект. Потому что в 2016 году мы устанавливали поддерживающую конструкцию вот как раз на северном скате, и я поднимался на кровлю. Вот как раз сегодня в Фейсбуке я эти фотографии опубликовал. Кровля была не в таком состоянии, чтобы было ее срочно разбирать и делать первоочередные противоаварийные работы. То есть на данной стадии вот эта вот экспертиза, она превысила свои полномочия и фактически утвердила проект реставрации. Плохой проект реставрации, но утвердила. Они отказались от услуг от филиала УКУР не реставрации, это Атта Групп отказалась, и взяли в субподрядчики никому неизвестную фирму, которая, в принципе, это сделала, наверное, дешевле. И вот мы получили такой результат. Поэтому там нет никаких научных изысканий. Что такое первоочередные противоаварийные работы? Это локальные какие-то вопросы, которые надо решить. Вот в данном случае мы в 2016 году поставили подпорную стойку. Может быть, нужно было закрепить какую-то часть, вот там на стене был небольшой вывор. Может быть, нужно было где-то прекратить течь. И все. Дальше проект реставрации и комплексная экспертиза. А они на стадии вот этих первоочередных противоаварийных работ обходят комплексную государственную экспертизу. Я думаю, экспертиза не позволила бы менять черепицу, потому что черепица является предметом культурного наследия. Как же ее убирать? Она 100% сохранена. И 100% это невозможно, да. Пусть будет даже 90%. Во всяком случае, процент сохранения очень высокий. То есть идет вот эта подмена поднятий, и они проходят вот эту вот усеченную, так сказать, экспертизу, которая проходит все, когда нужно срочно внедриться в какой-нибудь памятник культурного наследия и сделать какие-то локальные работы. При этом... Но то, что сейчас там происходит локальными работами, не назовешь. Они на стадии первоочередных противоаварийных работ проводят такую работу. Что в результате? Что мы уже потеряли и вернуть уже невозможно? Мы потеряли, во всяком случае, по проекту, еще не до конца потеряли, конечно, но, во-первых, применен бетон на этой стадии, что запрещено вообще на таких объектах. Можем применять, но очень локально, но не так, как они сделали. Мы потеряли балки аутентичные, которые были, в принципе, в хорошем состоянии. И мы теряем предмет, один из главных предметов культурного наследия, это черепицу. То есть мы получаем такой, знаете, ложный какой-то объект, который никогда в прежде не существовал. Ни когда его ставили, этот памятник, ни в период забвения и после аннексии, ни в начале 20 века, ни даже в период депортации. То есть такого объекта, это какой-то новодел, которого никогда не было. Это очень ложно, понимаете, это потеря культурного наследия, и там не только моральные и материальные, там очень серьезные, это, я сказал, связано с духовными потерями, которые невосполнимы, к сожалению. На ваш взгляд, почему такой странный выбор с генподрядчиками? На самом деле фирма «Керамет» не прославилась до этого времени как известный реставратор в Крыму. Да? Теперь, конечно, ее будет сопровождать слава, скорее всего, печальная. У нас достаточно сил, научных сил, практических сил для того, чтобы все это делалось осторожными руками крымских специалистов, которые это ценят. Но генподрядчик – это московская группа. И вообще, почему «Керамет»? В данном случае сложно. Почему Атта Групп? Вот понимаете, если я даже занимался реставрацией, например, в Казани, я не могу приехать в Крым и начать сразу реставрацию. Это все-таки другой климатический район, другая архитектура.
То есть в данном случае нужно пройти какую-то очень длительную стажировку. Почему Attagroup, непонятно. Но в данном случае вообще вот эта вся спешка, она преследует какой-то, я думаю, такой пропагандистский, что ли, эффект. Нужно было срочно начать. И поэтому они начинают вот так вот срочно. Вот Ханский дворец банально попал вот в такую спешку. Потому что на самом деле вот на такого рода объектов так быстро, он не аварийный, так быстро реставрация не делается. То есть нужно было пройти все стадии. И тогда на этих стадиях, когда проходили государственную экспертизу, возможно, те конструктивные решения, которые они приняли, не были бы приняты экспертизой и были отклонены. И вообще сама экспертная группа, которая провела историко-культурную экспертизу, должна была на этой стадии отказать вам экспертизе и сказать, что практически вы делаете реставрационные работы. Вообще, на мой взгляд, опять очень непрофессиональный взгляд, наблюдается очень странное поведение заказчика и подрядчиков. Заказчик – это Госкомитет по охране культурного наследия, который должен просто вот ходить и линейкой бить по рукам, когда кто-то недостойным образом обращается с предметами охраны. Генподрядчик – это московская группа Attagroup, и еще один подрядчик, это уже, наверное, как его назвать, субподрядчик, это вот эта печально знаменитая уже фирма Керамет. Но проводя противоаварийные работы, на самом деле проводятся реставрационные работы, что невозможно, да, без комплексной государственной экспертизы. Я, например, хотя много бегала по интернету, не нашла какой-то тендерной документации. А тендера не было? Даже не было, Нет. хотя этого требует Потому закон. что на стадии первоочередных противоаварийных работ идет закупка от одного претендента. В данном случае сговор и заказчика, и подрядчика на этой стадии. Они обошли таким образом вот эти две важнейшие процедуры, потому что тендер это ведь тоже определяет квалификацию. А в данном случае квалификация Attagroup никак не подходит. Но не подтверждена опытом, да, будем говорить не так. Да. И не работал в этом климатическом районе. Кроме того, я могу ошибаться, но листая документы, я увидела, что Керамет, своим решением, да, они исключили в своем проекте из объекта культурного наследия вообще Большую Ханскую мечеть. Они исключили, да, получается, черепицу, хотя там в приказе Госкомитета черным по белому написано, весь конструктив крыши, они исключили балки, они исключили витражи. Более того, они исключают сами себя, потому что в одном проекте у них написано, я надеюсь, сейчас наша группа административная покажет, в одном проекте у них написано, что балки будут заменены лиственницей, сортом номер 2 с последующим ГОСТом, да, а потом вдруг они, нарушая собственный же проект, полностью, причем тут написано о частичной, да, я вот где-то здесь написала о частичной замене балок, которых были испорчены. Но потом заменяются все балки буквально поголовно и заменяются не на лиственницу, а на какую-то составную балочную конструкцию, на технологию USB. Вот это клееная, композитная. У меня возникает вопрос. Допустим, они такие вот бессовестные. Они сами нарушают собственные же правила, которые они для себя установили. Но куда смотрит Госкомитет и куда смотрят надзорные еще органы? Просто надзорные органы. И я вынуждена согласиться с вашим словом «сговор». Сговор, потому что, смотрите, вы говорите о надзоре. Комитет охраны культурного наследия, заказчик, фактически опровергает собственный приказ, где это является предметом охраны. Предмет охраны, понимаете? Опять звоночек для надзорного органа. Да. Почему нарушаются постановляющие документы правительства? Осуществляет вот этот наш УКС. Сейчас он называется СКС, один из департаментов этого УКСа. И знаете, это бывший УКС, который был при Рескомитете. То есть не профессионалы, опять же. Я, конечно, могу ошибаться и скажу, может быть, очень крамольную вещь, но мне кажется, что первопричиной всего этого, вообще просто вхождение в эту тонкую очень сферу, в эту зону фирмы Керамет связано с совершенно банальным делом. Потому что
Директор Керамета, она дочка главного архитектора Симферопольского района Александра Билыка, и поэтому ей по блату, возможно, досталась эта халява государственная, очень много денег и очень мало ответственности за использование этих денег, но это мое абсолютно непрофессиональное наблюдение, я могу в этом ошибаться. Пан Олекса, по какому поводу у вас больше всего болит душа о том, что сейчас происходит во дворце? Ну, знаете, я, честно говоря, уже давно утратил контакт с музеем, и я не был на месте, ну, я не имею, понятно, доступа ни в Большую мечеть, ни в остальные, ну, потому что я у меня с мая 2014 года пустая трудовая книжка, и я уже не являюсь сотрудником ни музея, ни каких-либо других организаций, поэтому... А вы пытались туда прийти? Ну, просто как посетитель? Знаете, я там провел 15 лет. Вот. В свое время мне довелось его зафиксировать. То есть довольно хороший фотоархив, как он выглядел в эти годы. Ну и приходя сейчас, я не знаю, наверное, что-то такое не сильно научное, а очень личное. Ну, не весело там. Как-то не весело. За что болит душа? За все, знаете, болит душа. И причем не с прошлого года начиная, а начиная с того самого 2011, когда закрылась наша номинация в ЮНЕСКО прежняя, началась новая, с новыми людьми какими-то, при которых реставрации, ремонты, которые наш директор проводил все-таки ежегодно, прекратились на очень долгое время. Гвоздя буквально никто не задел. Но зато сейчас какая бурная деятельность. Ну, сейчас это уже дело другое, этих людей я уже не знаю, которые я с ними не знаком. И лично, так сказать, результаты их творчества, опять-таки, я ни за что не имел поверю, пан возможности Олекса, что вы не ощупать. следите за тем, что сейчас происходит в соцсетях, в открытой прессе. Скорее всего, следите, зная, какой вы специалист по Хан Сараю. Знаете, я углублен как-то немножко в прошлое. То есть мне гораздо интереснее Хан Сарай 16 века, 17, 18. То есть почему он такой, почему его построили именно таким, а не другим. То есть как он развивался на протяжении своей истории, почему таким вот образом расположены его, так сказать, конструктивные составляющие. Это такая, я извиняюсь, это некая такая бабочка, посаженная на булавочку, и вставленная в вашу коллекцию прошлого. Знаете, это, так сказать, еще и довольно много дает материала для анализа современных событий, потому что ведь то, что происходит в Хан Сарае сейчас, именно масштабные реставрации, и вот как коллеги отмечают, может быть, не профессиональные или как-то это самое, не отвечающие каким-то требованиям. Ведь, по сути, в Хан Сарае ремонты происходят не в первый раз. Реконструкции, просто переделки, это все уже было. То есть тот Хан Сарай, который мы имеем сейчас, это продукт не только, скажем так, того культурного процесса, который происходил в Крымском ханстве, но еще и того, что наслоилось после. Это можно буквально видеть в росписях стен на той же Большой мечети. В свое время эти росписи были вскрыты и периодизованы, самые старые, допустим, 1740-е, средние, 1760-е, уже другой колорит, уже оранжевая серая краска. И, наконец, самые новые росписи, уже русское время, царское время, то есть фабричные синие краски появляются и так далее. То есть это тоже целая книга, и вот эти вот реставрации, допустим, 19 века, они тоже в нее вписали свою страницу. Эти реставрации... Стали частью истории Ханского дворца. Безусловно. То есть, может, и даже мы не реставрациями назовем, еще не было тогда такого понятия ремонты, но, тем не менее, каждый ремонт что-то после себя в Хан Сарае оставлял. И, может быть, тех, кто сейчас, так сказать, очень переживает за судьбу Хан Сарая, и, наверное, есть к этому какие-то основания, я не знаю, успокоит их или нет, но такая информация должна... Ее, конечно, следует учитывать. С Ханским дворцом проводились куда более суровые, так сказать, переделки в прошлом, когда он потерял значительную часть своих строений. Вы вспоминали архитектора Колодина,
в самом начале передачи. Да, архитектор Колодин был такой в 1820-х годах. 20-24. Да, происходило как бы это. Но ведь архитектор Колодин, по сути-то, поначалу он, ну, насколько он, конечно, был специалистом в крымско-татарской архитектуре, он им не был, но тем не менее это был архитектор уважаемый в Петербурге на тот момент. Он ведь сделал проект реставрации, как мы назвали бы этот документ сейчас. Ну, я не скажу, что он был там профессиональный или хороший, но во всяком случае было видно, что архитектор пытается как-то сохранить то, что там было. А потом происходит следующая история. Поскольку все эти работы финансирует МВД, то есть Царское министерство внутренних дел, то документы, то есть вот этот проект, который Колодин, так сказать, мечтательно составил, идут туда в МВД, и оттуда ему эту смету возвращают, урезанную, так сказать, там в несколько раз. Ну, потому что слишком дорого. Не может МВД такие казенные. Можно сказать? В 2020 году, когда Иван Колодин, он, кстати, ученик Воронихина, и строил наш Александро-Невский собор, он делает две сметы. Один на полную реставрацию Ханского дворца, другую усеченную. С учетом того, что часть зданий находится в ветхом состоянии, если их снести, то остальные можно за такую сумму сделать. Ну, вот о чем мы И говорим, совет да. городской, все сейчас говорят о Иване Колодине, понимаете, все на него перевесили. А решение это принимал городской совет, согласованный, как вы говорите, свыше, но именно они сказали, вот второй ваш проект урезанный, вот как раз он и пойдет в дело. И этот Мы проект сэкономим. пошел в Да, дело, этот а там проект было пошел в написано, дело. вот, например, Как все похоже, слушайте. Как о чем всё и речь. похоже. Поэтому... Им тоже надо было быстро-быстро, каким-нибудь выбором, я не знаю, наверное. К приезду царя. К приезду царя, да. Ну, очень все похоже. Очень похоже. Да. Должен К был приезду Александр царя первый здесь к выборам приехать, да, царя. в 25 Всё году, и нормально. поэтому Я просто приехал, здесь да. хочу тоже вставить, Алекса правильно говорит, но Венецианская хартия ИКОМОС, она четко отслеживает и говорит о том, что наслоения эпох сохраняются. То есть даже тот потемкинский ремонт, который мы критикуем, и который, в принципе, мы видим, что под ним более такие изящные, более соответствующие стилю дворца, даже они сохраняться должны. Это и есть наслоение эпох, Венецианская хартия. И в то же время я еще один момент хочу дать. Ведь никогда ханский дворец, хотя он по всем критериям, как здесь было сказано и Алексей, и Людмилой, о том, что он подходил к критериям ЮНЕСКО, никогда не был памятником национального значения. Никогда. В Советском Союзе, понятно, там гнездо врагов. А вот в украинский период, я вам хочу сказать, что я был членом правительства и встречал, как это сопротивлялся Крым этому. И я даже знаю, что в кулуарах и даже существовала служебная записка на имя Джарты о том, что нежелательно его, чтобы он был принят в ЮНЕСКО, потому что это увеличит сепаратизм крымских татар. Ну, давайте будем уходить от этих глупостей вообще. Да. Я здесь добавлю, что Сопротивление было. поскольку мы как бы этой бюрократией в дирекции заповедника занимались, конечно, то, что мы не вошли в список национальных памятников национального значения Украины, это была просто трагедия, потому что госбюджет был готов давать нам деньги, и большие деньги на реставрацию того же главного корпуса и многих прочих сложных объектов, но не имел, потому что мы были не государственной, не общенациональной собственностью, а республиканской. И вот это очень нам мешало. То есть это требовало передачи имущественного комплекса заповедника голосованием Верховной Рады Крыма, которая являлась, по сути, собственником вот этого всего нашего хозяйства в конечном итоге. И мы начали уже, 2005 год, если я не ошибаюсь, уже начали какие-то у нас понимания выстраиваться с руководителями Рады, но так и не дошло. И поэтому мы остались вот в республиканской собственности и, соответственно, национальным памятником не стали. Это было, конечно, нонсенсом, потому что если как бы, мы претендуем на всемирное значение, но в то же самое время еще не обрели даже общегосударственного. А вот что касается 2011 года, да, нам тоже об этом говорили, что мы были соперником Херсонеса тогда. Да. И Именно соперником Херсонеса. Поэтому в этом плане... можно еще Очень один жалко, момент, извините, Лилия, одну сказать? фразу скажу, когда к культуре относятся как к политике.
Пожалуйста. Да, я просто хочу сказать, что когда подавались как памятник ЮНЕСКО Ханский дворец, аргументом отказа было то, что в генеральном плане Бахчисарая не решен вопрос, каким образом будет развиваться эта часть города. Я просто хочу сказать, что сейчас разрабатывается опять генеральный план Бахчисарая. Я вот выслала вам как раз предварительно как бы материалы, которые они были выставлены в интернете. Там тоже не решаются проблемы Ханского дворца. Но в то же время, даже сейчас, вдруг они заявили, что будут в 2014 году, вспомните, что Россия сказала, что все, мы берем и делаем памятником национального значения, и вдруг перед реставрацией они снова спускают. Потому что на памятнике национального значения критерий ИКОМОС обязательны. А на местного нет. Скажите, я не профессионал, да? Я просто вот, я помню историю, когда где-то в Турции, когда был государственный визит украинский в Турцию, и подошел там, это была бытность царства ему небесного покойного крымского премьера Демиденко. Он мне рассказывал эту историю, и он был в числе делегаций, и подошел какой-то турок, и сказал о том, что его семья родом из Крыма, и что его папа или там прадед до территории Бахчисарайского дворца-музея закопал клад. И вот хотелось бы его откопать, и он готов поделиться с государством. И, ну, клад, вы представляете, ну вот клад. И тут же там начали, то есть захотели копать. Кто-то из сотрудников дворца позвонил на телекомпанию, я тогда работала на телекомпании «Крым», и сказали, тут все оцепили, милиция оцепила, никого не пускают, тут что-то происходит. Мы туда бросились с этой группой. Действительно, ну, мы пробились, времена были другие, тогда журналисты имели доступ ко всем прочим, кроме военных объектов. И там, в общем, начались работы, типа вот искать, где этот клад. Я говорю, что дальше будете копать? И тут мне сказали, ну не можем мы на территории дворца, памятника культуры и архитектуры просто так взять и начать копать. Тут нужны какие-то археологические, значит, замеры, послойно. Я сейчас всего не помню, но я очень прочно у меня в памяти засело, что прежде чем что-то там делать, то нужно, чтобы сначала были допущены археологи, которые послойно будут это снимать и смотреть, не нарушат ли они своим копанием какой-то культурный слой. И вдруг я вижу фотографии, потому что не пускают нас туда, и даже на наш запрос с просьбой пустить нас на территорию дворца администрация его просто отписалась, и не дав нам это разрешение. На фотографии вижу, как бассейнный дворик, без всяких там следов археологических исследований, банально заливают бетоном. Вы не знаете, там археологи перед этим поработали? Лилия, как раз я хочу сказать об этом. Археологи работали. Они работали в феврале месяце, 1 месяц. Точнее, открытый лист был выдан с конца 2016 года. Да. Но дело в том, что археологи не могли приступить, потому что в 2016 году, вы помните, какая была зима, лежал снег. И была такая погода. И только в начале февраля археологи приступили. Меня они пригласили именно как человека, знающего, и я работаю давно с археологами, я занималась фиксацией там с ребятами-археологами вместе. И мы составляли вот отчет вместе по раскопкам. И раскопки проходили. Они закончились в конце февраля. Февраль был месяц короткий, как вы знаете, и ни на 1 день продолжить раскопки не дали. То есть вот только февраль и больше нельзя? Все, да. Значит, странное раскопки были... очень решение, согласитесь. Потому что археологи... Почему? Потому что когда мы... Ну, это было известно и раньше, но когда мы стали подбивать как бы итоги археологического исследования Ханского дворца, оказалось, что, в общем-то, территория Ханского дворца хорошо археологически вообще не исследовалась. И теперь ее мы частями заливаем вот под 5 опор сделаны были шурфы. При этом ни один шурф не дошел до той стадии, когда археологи говорят, что мы выбрали весь культурный слой. Особенно интересный был так называемый шурф 2, который находится возле летней беседки. Золотой кабинет, летняя беседка. Там оказались
удивительные, как бы по своему по интересу материала. То есть там были обнаружены водоотводы, был обнаружен фундамент старого здания, который не соответствовал фундаменту летней беседки, то есть на месте летней беседки стояло какое-то другое здание. Более древнее. Был обнаружен слой пожара, то есть там что-то горело. Но ниже этого слоя пожара археологи не успели опуститься, потому что условия, в которых они работали, февраль месяц. Вся земля была мокрая, она не просыхала, понимаете, работать в Нет, этих условиях. я не понимаю, вы меня простите, я все равно не понимаю. Это что, вот такая отписочка была, да? Дать, я не знаю, 3 недели февраля или там 5 дней в результате, Нет, ну что просто осталось, чтобы Советский только Союз галочку любит. поставить, а потом делаю, что хочу, да? Значит, разговор шел о том, мы вот сейчас ставим здесь опоры, потом, когда мы опоры снимаем, вы дальше можете продолжать свои археологические Под бетоном. раскопки. Нет, потом, когда мы снимем их, это же временное сооружение. Нет, сейчас это бетоном. Вот я хочу, чтобы показали эту фотографию, бассейнный дворик, залитый бетоном. Что под ним? Кто-нибудь Дело в том, знает что когда точно? на Зижеле медресе ставили навес, вот Эдам Ага, наверное, больше даже в курсе, мы с ним работали на Зижеле медресе, там были опоры. Так дело в том, что часть опор так и осталась, их не смогли разбить. Не смогли, потому что Их не эти опоры смогли. нужно долбить так, что стены посыпятся. Понимаете, И так поэтому молотком надо добить. разговоры о том, что эти бетонные подушки под основание этого навеса будут сняты, ни у кого никаких иллюзий не вызывали, понимаете? Поэтому этот шурф рядом с золотым кабинетом и летней беседкой он был просто уникальный, его докопать не смогли. Скажите, вот эти опоры, вот мы пришли к этой теме этого навеса, и, наверное, все-таки надо на ней подробно остановиться. Он ведь планируется, он будет достаточно массивный, да? Я прошу показать фотографии, это 42 на 42 метра. Он будет там весить, я не знаю, сколько-то тысяч, более 1000 тонн. Он сейчас вплотную будет подходить к залу дивана, фонтанному кабинету, дворику с фонтаном слез, летней беседке, золотой кабинет с кварталу росписями Левиза. 18 века. Гарему. Да, то есть вот самые ценные, да, будем говорить, части дворца. Что, зачем? Вы знаете, почему я еще подняла вопрос с петицией? Вроде бы очень правильное решение. Как говорил ГИП проекта Литовченко Павел Анатольевич, он говорил, я спрашивал на конференции у всех реставраторов, хорошо ли делать навес для того, чтобы проводить реставрационные работы. И все сказали, конечно, хорошо. То есть вроде бы это действительно хорошо, да? Нет, извините. Но с другой стороны... Это называется «одна бабка сказала». Нет, Что специалист, Лиля. уполномоченный объясняет эту тему. Я спрашивал, и мне сказали, Да. где совет, Но дело в том, что- экспертный запрос, просьба экспертизы, чтобы это было видно, и чтобы кто-то, какой-то эксперт, горе-эксперт написал, да, это можно. Это было проведено, как это требует вообще. Лилия, на вот этой схеме, которая вот там была приложена, я как раз и показала, Покажите что схему, пожалуйста, ребята. все опоры садятся на водоотводы с территории Ханского дворца. Понимаете, это... Они садятся на культурный слой. Они Вот это садятся на самое культурный главное. слой, но они садятся на водоотводы с Ханского дворца. И на Например, подводы вот тоже. Как раз та эта схема, опора. остановитесь. Но оно показано жирно-синим для того, чтобы было понятно, как проблематично сделать водоотвод, если ставятся эти опоры. Понимаете, вот тут, например, та опора, которая стоит между главным корпусом и гаремом, она... Сейчас там сделали стеночку бетонную. Я не знаю, ну, может, они там трубу бросили и так далее. Там проблема с водоотводом была всегда, понимаете? То есть вот эта вот, которая рядом с порталом Оливиза стоит опора, она стоит вообще на главном отводе, понимаете, который не исследовался. Нам не дали возможность сделать там шов. Вообще такое близкое расположение к самым ценным объектам. Это То есть же если как-то не что-то совсем произойдет, хорошо. понимаете, то Лилия, может там самое нарушиться главное, вообще что нарушится, водоотвод с водоотвод, территории. Понимаете? Ханский дворец находится вот в Чуруксу. Там река, от нее ничего не в осталось. Она пойме вся реки, да. внутри. Она все ушла вовнутрь. То есть от той реки ничего не осталось, но она вот это русло подземное, она идет. Если вот эти системы водоотвода нарушить, вся их, вот это вот весь их, вся их реставрация, да, пойдет, ну, потому что дворец начнет оседать. Уровень воды поднимется.
Понимаете, там очень сложные могут такие необратимые процессы произойти, что завтра нужно будет строить подпорные стены, чтобы это все остановить. Вообще непонятно, что произойти это может быть. Вот именно вопрос-то в том стоит, вот куда такая спешка? Начиная от балок, которые нужно год готовить, и потом начинать их ставить, потому что они должны, вот эта цельная балка, она должна быть 14% влажности, не больше. Они уходят от этого, потому что нужно год готовить, и ставят составную балку. Приезжий Теперь царя, они не называется. проводят археологию, не изучают культурные слои, ложат на вот эту вот систему водоотвода, которая, ну, мы сейчас все, честно сказать, в вопросах ирригации и в вопросах вот этих гидравлических разных расчетов, древние мастера по многим понятиям опережают, наверное, нас. Почему? Вот представьте, какой нужен был гидравлический расчет, чтобы фонтан слез плакал вот ежегодно у могилы Диляра Бегеч. Это же не сейчас вот как привинтил немножечко напор, поставил нужно, и он закапал. Тогда же это же было сделана целая система водоснабжения с каптажами и со всей структурой. Вот сейчас вот не изучив вот эту всю подземную часть дворца, которая ну, не менее ценная, чем сам дворец, на нее ложат вот этот огромный фундамент, который завтра это все продавит. Понимаете? Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, масса, сама конструкция Ну, очень вообще массивная. железобетонная да. конструкция. То есть они работают как им удобно. Вот в данном случае заказчик идет на поводу у подрядчика. Подрядчику так удобно, пожалуйста, делай так. Подрядчик завтра скажет, зачем мне возиться, вот как сейчас произошло, с балками, долой балки. Зачем мне возиться с черепицей, там думать, ложить ее на глине, опыта нету, знаний нету. Ну давай повезем испанскую черепицу. И в данном случае фундаменты надо изучить. А зачем изучать? Мне быстро, у меня сроки, у меня там пятилетка за 3 года или что там у них там. Я не знаю, почему они торопятся. Но они почему-то очень торопятся. И поэтому я говорю, это какой-то такой пропагандистский, скорее всего, проект. И под этот вал попал, к сожалению, ханский дворец. Эдем Ага, дело в том, что как бы все эти противорейные работы, они велись под такой вот рекламой, что дворец, вот главный корпус, вот-вот сложится под тяжестью черепичной кровли. Ну, лет 500 понимаете? так о нем Специально. говорят. Дело в том, да. что это все равно, как мы видим сейчас в тех вбросах, которые сейчас делаются, в репортаже, которые делаются по мечети, когда показывают единственную балку деструктированную, понимаете, а вот Эдем Ага видел, я когда мерила, у меня есть фотографии, где я снимала, я могу сказать, что таких балок немного было на крыше, и были поврежденные в основном только консольные части, которые заходили в стену. На северном То есть фасаде. была нарушена система проветривания кровли, поэтому они подгнили. И заметьте, То есть что можно было вот их тот- осторожненько вынуть, заменить, и все было бы дело аутентично. в том, что вот этот вот провал, он стоял, по-моему, больше, чем полгода. С него даже черепица не съехала. Да, да. Он как стоял, так и стоял. И фотографии, которые мы делали, между прочим, в 2008 году, говорилось о том, что протекание крыши в этом месте, оно уже тогда было. Да. То есть 8 лет оно стояло, потом эта одна балка подломилась. Да, это аварийная ситуация, да, требуется, но оно стояло. И поэтому как бы разговор шел о том, что меняется в противоаварийных работах именно этот участок для того, чтобы не было провала, не было замыкания стены, потому что северная стена всегда подмокала. Посмотрите, там идет высолы из земли на 1,5 метра и высолы сверху, именно в центральной части, понимаете, вот там, где потом образовался провал. То есть стена замокала с 2 сторон. И, Но в но данном тем не случае- менее настояла. Тем не менее, она стояла. Но почему еще проблема? Почему? Потому что они делают противорейные зимой. То есть у нас 2 зимы ханская мечеть стоит практически под открытым небом. То есть кладка не высыхает. Она не может просто в Идет в эрозия природных... кладки, эрозия Да, кладки. то есть, Буквально понимаете, в данном случае она, это самое, ну, то, что не прикрыты там витражи, не закреплена штукатурка, которая это самое, это все везде показано было на всех репортажах, это понятно, что это вообще недопустимо. Почему? Потому что та же самая фирма «Оберег» киевская, Ольги Николаевны Кушлик, они реставрировали фрески на западном фасаде. И меня, кстати, вот вы спрашиваете, что вас больше всего беспокоит. Меня, например, очень беспокоит состояние ханской ложи.
Да. которую 5 лет реставрировали. Я видела специально принесла серию фотографий, фотографий, да, где, там где видно, с какой тщательностью где этот кусочек был вот сусальное зафиксирован. золото, да, где росписи темперные, понимаете, где люди 5 лет буквально выравнивали эти доски, понимаете, под прессом, реставрировали. То есть это многолетний труд реставраторов. Я не знаю, каким образом защищена эта часть. Она не честно защищена. говоря, я Вот эти переживаю. фотографии, которые были, это сделал фотографии я. Я прошел через дверку муфтия и оказался в воскресенье. Просто рабочих не было, и они меня встречают. Я изобразил из себя начальника, поругал их за то, что материал в ней прикрыт. Зашел и начал фотографировать. Они подошли ко мне и начали спрашивать, что вы делаете и кто вы. Я сказал, технадзор. Громко так. И сказал, давай, быстрее наводи порядок. Вот в таком ради. И это сфотографировал. Вот в том-то и дело. Смотрите. У них даже нет подъемных лестниц. Они используют вот эти вот лестницы в минарете для передвижения грузов. Они используют вот эти лоджии для перемещения грузов. Они на этих лоджиях установили леса. Они леса установленные, которые вокруг всего ханского дворца, не защищена стена. То есть вот вода льется на этот настил. Куда она ходит? Два направления. Одно наружу, другое по стене. Потому что она вплотную стоит к стене. И вот мы видим результат. По этой стене все течет. Предметы культурного наследия, а там написано точка, отделка фасада, согласно того 116 приказа. Там написано витражи. Все это ломается, все это смывается. Стена набухает в буквальном смысле. Вы знаете, что такое известковый вот этот вот камень? Это его нельзя так делать. Он набирает вот эту всю влагу. Теперь они это все отделают, получим какой-то внешний шик, а внутри вот этот паровой эффект, который будет разрушать внутренний каркас. Внутренний деревянный каркас, который будет нарушен. Ведь в стенах находится вот этот самый сейсмичный, еще вертикальные каркасы, горизонтальные, которые в середине, там не только наверху, которые они заменили бетоном, там есть еще внутренний. Кстати, заменив бетоном, они фактически вот этот вот каркас решили вот этой венчающей части. Это вообще какой-то Вы что-то хотели добавить? глупость какая-то. Ну, то же самое, наверное. Нет, я уже сбила. Ну давайте, если Пока что-то да. против, скажите. Вообще, еще перед эфиром мы говорили с Людмилой по поводу того, как этот бетон, да, вот этот каркас антисейсмический, Сейсмический пояс. да, пояс, как он вообще контактит ли он с этой известковой стеной. И вы мне рассказывали истории о том, что они просто исторически, да, если можно такой вот к технической проблеме применить, они просто не разрушают друг друга. Вернее, бетон разрушает известняк. Бетон действительно плохо контактирует. Когда в данном случае ведется реставрация, например, фасадов, то бетон обязательно снимается. Почему? Потому что под ним камень не дышит, он разрушается. То есть его отбивают в обязательном порядке. Да. Дело в том, что этот железобетонный пояс, его можно заанкерить в эту стену глубоко. И в принципе он вроде будет работать вместе со стеной, понимаете? То есть такой способ возможен. Но я не знаю, что применяли, потому что... Газобетон и железобетон. Но нет, каким образом крепили, я думаю, что так как ГИП, в общем-то, Павел Анатольевич довольно грамотный ГИП, в смысле, хороший специалист в своей области, он не реставратор, но он хороший специалист. Понимаете, я думаю, он сделал так, что, в общем-то, этот железобетонный пояс будет держаться. Единственное, что слово аутентичность... Мы уже вообще, я так поняла, речь об аутентичности уже скоро у нас вообще не будет идти. Но он же утяжеляет конструкцию. Хотя можно было применить Хорасан. И все реставраторы, начиная от Шукри Халилова, которые там работали, они применяли что-то наподобие вот этого Хорасана. И, кстати, в Жанджурлы медресе, где мы с вами работали, можно я подключу к разговору пана Лекса? Он нас заскучал, потому что, скажите, вот вы-то, наверное, знаете лучше всех.
Что там такого уникальненького в этом нашем любимом дворце, чего больше нигде нет? Вот сейчас Дембиев слово «Хорасан» употребил, да, это Лесковый. Ведь, ну, вот землетрясение 926 года Бахчисарайский дворец 27-го года спокойно пережил, без железобетонного армированного пояса. Значит, там что-то было, да? Что-то какими-то уникальными, я не знаю, или наоборот не уникальными, а традиционными технологиями старые мастера обладали. Ну, знаете, ключ, да, именно традиционные технологии, которые складывались не только в Крыму, в принципе, по всему Средиземноморью еще с давних времен. И понятно, что эти здания, они были приспособлены к климату и в том числе и к, так сказать, сейсмическому режиму этих территорий. Антисейсмические пояса, так сказать, эти балки в стенах и тому подобное. То есть много было различных, так сказать, технологий, которые позволяли. То есть говорить об именно уникальности Бахчисарайского дворца, наверное, не приходится, потому что Бахчисарайский, я имею в виду именно в этом плане, потому что Бахчисарайский дворец – это, по сути, один из представителей вот этой общей средиземноморской архитектуры. И мы можем найти аналоги этим приемам антисейсмическим там, и в Турции, допустим, там, и в Греции, и на Балканах. И в Болгарии, и в Сербии. Ну да, то есть это была архитектура, которая просто была изобретена на этих землях, и она гармонично, так сказать, была вписана в окружающую эти памятники среду. То есть эти технологии, они существовали, Она уникальна для нас. Ну, для нас, безусловно. В пределах России. Она уникальна, При вас, понимаете? когда вы работали еще в Бахчисарайском дворце, ну, 2003-2002 год, да, вы работали? Я, не, там 96-2012 работал. Ага. Вот при вас тогда реставрировали кофейный домик, и там как раз тоже проводились противоаварийные работы, и менялись перекрытия, кровли, укрепление стен, и даже, по-моему, вот этот пояс антисейсмический. В каком сейчас состоянии? Кофейный домик? Да, кофейный домик. Это вот когда входишь туда, ну вы лучше меня знаете, дело. Я, честно говоря, ну вот кофейного домика в Хан-Сарае нет. Есть так называемый Нет, кофейный зал. так называемый кофейный. При входе, когда мы подходим кофейня, к мосту, да, кофейня, да, это находится слева. Да, по сути, ну это городское, не дворцовое Это здание. городское Да, здание, это да. городское. То есть это часть исторической застройки города. То есть это не является Это 19 частью век. дворцового Ну, тем комплекса. не менее, мы можем на примере этого, ну, будем называть дальше кофейным домиком, сказать, в общем, увидеть сейчас, к чему приводит вот такое грубое вмешательство. Там была применена черепица вот наподобие. Я сейчас не о черепице, у вас черепица Лилия, пунктик можно я просто скажу? этого, да. Дело в том, Да, что пожалуйста. да, я знаю, как это проводилось в то же время, когда делалась противоаварийная работа, которую мы с вами проводили Да. на тяжелой медресе Дюрбахаджигалерии. В это же время делалась противоаварийные работы на кофейном домике. Ну, в будем так принципе, его да, называть. я видела, что в общем-то, ну вот как у нас делают, например, в Петербурге, да, обновление жилых зданий, было оставлено только периметр стен. То есть заменены были перекрытия, заменено было сделан сейсмический пояс. В результате мы видим, как крыша поднялась еще на эту высоту, понимаете, и были укреплены стены. Я могу сказать, здесь трудно сказать причину, в общем-то, но сейчас очень сильные трещины идут по всему зданию и бьют тревогу, понимаете. То есть я имею в виду, что это не спасло. Не спасло почему? Потому что, может быть, это усугубило? вы знаете, я считаю, что в Ханском дворце, так же, как и в кофейном домике, очень большое значение имеет как раз водоотвод. Я думаю, что вот этот наклон, например, парадной лестницы, на которой конструкторы и архитекторы проекта говорят о том, что большой наклон. Да, парадная лестница, которую, кстати, перестроил из существующей во времена Потемкина, она была перестроена, потому что на плане Трамбара она показана по-другому. А для Потемкина, для того, чтобы Екатерина поднималась, перестроили, сделали парадную лестницу. Она наклоняется. Но она, дело в том, что она отделена сейсмическим швом. Она не тянет за собой весь дворец, она вообще индивидуальный объект, понимаете? Но она, скорее всего, наклоняется, потому что система водоотвода с фонтанного дворика, она никогда не чистилась, не прочищалась, за ней не следили, ее периодически там в гаремном дворике какой-нибудь
специалист по водопроводу вытаскивал эту трубу и прочищал, и опять ставил на место. То есть там плохо за этим следится, понимаете? И я думаю, что очень многие вещи, которые происходят с Канским дворцом, они происходят именно за неправильного водоотвода. Поэтому, когда возник проект этого навеса с установкой вот этих вот опор, которые нарушают водоотвод, и мне говорили, да мы все это решим. Вы знаете, решить так, чтобы не прикрыть вот эти водоотводы и сделать их невозможно. Давайте посмотрим картинки. Но прежде чем посмотрим, я хотела у пана Олекса, чтобы он сказал нам несколько слов о значении такого объекта культурного наследия, как мечеть Хана Узбека в Крыму. Мечеть Хана Узбека, ну, если ханский дворец Бахчисарая – это, так сказать, главный посланец культуры и эпохи Крымского ханства, то мечеть Узбека – это, безусловно, основной представитель эпохи Золотой Орды. От Золотой Орды вообще очень мало сохранилось памятников, еще меньше, чем от эпохи Крымского ханства. Ну, в Крыму это что? Это буквально несколько мавзолеев в Бахчисарае, это руины буквально нескольких построек в Старом Крыму, мечеть под Симферополем, ну вот как бы очень мало таких объектов. То есть ей более 700 лет. Да, этой мечети более 700 лет, ну, не самому зданию, потому что здание, судя по всему, оно как бы возводилось, перестраивалось на новом месте, но, во всяком случае, портал на входе, он говорит, что, во всяком случае, первая версия мечети, да, была выстроена в 1314 году. То есть в плане, как посол, представитель определенной эпохи, эта мечеть имеет вот такой статус именно основного представителя эпохи Золотой Орды. Ну и к истории религии тоже имеет большое отношение. Ну, безусловно, история религии в Крыму, потому что это, так сказать, одна из... Ну, во-первых, это старейшая из сохранившихся мечетей в Крыму. Ну и, во-вторых, сам статус города Салхат, Старый Крым, где эта мечеть была выстроена как ордынская столица Крыма, как центр, откуда распространялась эта культура, и там, где она формировалась. То есть, если посмотреть стилистику этой мечети, там, в частности, орнаментов на ней, то там очень интересные параллели с сельджукскими султанатами Восточной Турции. То есть, и даже дальше она открывает очень интересные, так сказать, параллели в орнаментике своей. Ну, то есть абсолютно выдающийся памятник. Ну, давайте теперь посмотрим, как над этим выдающимся памятником поставили навес. Спасибо Людмиле за ее, я, насколько поняла, это ваши фотографии. И вот такая там реставрация была проведена. Ну, позвольте уточнить, в данном случае мы видим навес не над мечетью, как бы, а вот медресе. над медресе, Джебек Хатун, да, медресе. Другой памятник, даже немножко другого времени. Но это все равно в одном ансамбле. То есть и все, да, вот эта вся реставрация, Людмила, вы там были это на этом называется объекте. противоаварийные работы. А как, Вы можно знаете, верните, пожалуйста, как туда теперь подлезть? Вот с этим навесом, вот к этой стене, например. Вот как теперь туда проводить я там не знаю, у меня была реставрационные... общая фотография, как бы более видно подход. Еще, может быть, какая-то другая. Полистайте часть. еще. Полистайте. Но, видимо, я не все скинула фотографии. Но дело в том, что да, нету в данном случае как бы общего вида. Просто сделали два навеса над, получается, как бы северной и южной частью самого медресе. А тот, который навес был над, сейчас я западной частью, да, получается, он был сделан еще раньше. То есть они его так и оставили. То есть, а там возможно теперь под этим навесом как-то проскользнуть, нет, ну, проскользнуть субтильному можно, по своей организации нет, реставратору можно, и что-то там фотографировать сделать? невозможно. Общее впечатление от памятника тоже разбивается. Кстати, я могу вам сказать, что мне о проблеме с медресе было сообщено археологами. То есть, когда они увидели, есть такой у нас археолог Ситумиров, он обратился ко мне, и, значит, как раз Людмила Павловна, что происходит у нас на медресе. Понимаете? И когда я выехала, выезжала, значит, это вот фотографии были сделаны
противоаварийные работы были сделаны в 2017 году, в феврале месяце, а начались они еще в 2016 году, тогда как раз ко мне обратились, понимаете. В 2016 году было не совсем понятно, что будет, потому что были деревянные конструкции. Была надежда, что это временные, а потом они... Оцените эти работы. Это правильно, неправильно. Дело в том, что вот здесь как раз... Потому что я вообще памятник теперь не вижу за этими железяками. Его действительно не видно. Понимаете, если бы разговоры о том, чтобы там поставить такой навес, который сейчас пытаются сделать над главным корпусом, там бы он, возможно, был уместен. Понимаете? Потому что накрыть действительно вот этот вот комплекс хочется, потому что он уникальный. И там есть возможность это сделать. Понимаете, там другие условия. Если я поднимала вопрос о навесе над главным корпусом, что там невозможно поставить его так, чтобы мы не нарушили что-нибудь. Понимаете, я двигала эти опоры, я пыталась там этого невозможно сделать, потому что очень сложная конфигурация самого дворца. Понимаете, очень высокий дворец. Они же поднимают очень высоко этот навес. Скорее всего, этот навес поднимется еще выше, потому что, понимаете, работать под ним... тяжелее. Да. Но вот для меня вот эти То есть решение какое-то очень странное. Когда я обратилась, ну, смотрите, и опять у нас какая-то с мечетью хана Узбека, у нас опять какая-то фирма теперь уже, ну, из Санкт-Петербурга, Меандр. И, ну, я не профессионал, но я перестала видеть в этом просто памятник, да? Это просто, это какая-то стена сарая сверху заброшена, как у нас в каком-нибудь селе просто шифером забрасывают. Типа до лучших времен, но там стоят серьезные конструкции. Я посмотрела послужной список, это Меандра будущий, да, потенциальный. У них они, ну кроме того, что они сегодня начали разрушать здание кукольного театра, у них планы, они собираются реставрировать Митридатскую лестницу, дом Чехова, Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, монастырь Сурбхач, Судакскую крепость, усадьбу Палоса. Слушайте, это здание офицерского собрания Литовского 51-го пехотного литовского полка. Это просто людям преподносят все не на блюдечке золотой каемочки, а на золотом подносе. У нас что, действительно нету в Крыму профессиональных реставрационных фирм, компаний, которые бы перестали возводить вот эти конструкции, делая из памятника культуры, религии, архитектуры просто какой-то сарай? Ну, шабашники. Нет, недавно показывали такой ролик о реставрации Митридатской лестницы, которая приступила Меандра, по-моему. Там показывали... Говорят, что снимаются плитки мощения. Ну, плитки мощения для того, чтобы реставрировать лестницу, это понятно. Но при этом показали, как эти же реставраторы отбивают облицовочные плитки самих парапетов. Зачем это делать, понимаете, мне совершенно непонятно. Вот в Санкт-Петербурге там люди живут и ценят каждый дворик, и они бы подняли бы шум и сказали, что вы творите. А тут приехали, я не знаю, временщики. Им, ну, что у них душа болит об этой Митридатской лестнице крымской. Ну, Господи, Крым наш и вперед. Будем отбивать кувалдой. Все что угодно. Я извиняюсь за это некорректное поведение, хотя это не телевизионный, но все-таки эфир. Недавно я совершенно узнала, что сейчас отключили отопительную систему в Жерло-Медресе. Да. Зачем зимой отключать отопительную 2 года систему? уже отключено. О том, что там уже не пускают людей, там нужно теперь, в общем, какая-то долгая история для того, чтобы просто туда прийти. Но как зимой можно отключать отопительную систему? Я этого не понимаю. У нас много чего, мы можем говорить об этом, наверное, очень много. Я просто хочу, чтобы мы уже, наверное, заканчивали этот эфир. И если что-то я не спросила или что-то по-особому болит, вот очень коротко прошу вас высказаться. Пан Алекс, опять начнем с вас. Ну, знаете, что особо болит, честно говоря, много что болит. И, может быть, даже какие-то реставрационные промахи там. Это не самое сильное, что болит в сердце. Вот. Я не знаю, честно говоря, насколько могут быть эффективны вот такие круглые столы, типа нашего. Мы собрались,
выступили перед людьми, большинство из которых и без того, так сказать, переживают, и которым не надо объяснять, чем ценен дворец, чем ценны памятники. То есть не надо этих людей убеждать в том, что они, так сказать, происходит что-то, так сказать, не то. Есть люди, которые принимают решения. Я не думаю, что, так сказать, мы для них являемся большими авторитетами. То есть, и что бы мы здесь ни сказали, я не думаю, что кто-то возьмет и прекратит свои действия, которые мы, допустим, сегодня здесь критиковали. Потому что, ну, это всегда было. Это, собственно, природа, наверное, любой власти. Ведь, скажем так, замечание по поводу черепицы старинной, которая убирается в крыш, со старинных крыш, я вот, наверное, уже второй раз встречаюсь с такой ситуацией. Только в первый раз это было, ну, где-то год 2007-2009, когда турецкие реставраторы переделывали шатровую черепичную кровлю мавзолея Хаджи Герая и первых крымских ханов, переделывали ее на купол. Ну, я тогда тоже, так сказать, там немало побегал, взволнованный, там, растрепанный. Да вы что, как бы это же уникальный памятник сельджукского Необоснованно, типа. Вот. кстати. То есть мы же тем самым омолаживаем его на 100 лет. Потому что это уже купол, это уже османская тема, это уже другая. Еще одни временщики пришли на территорию, Другая эпоха. где не свое не жалко. И никто как бы не прислушался, ну, как бы ответили так, типа, там, с улыбкой, там, мальчик, там, лови бабочек, потому что, как бы, тут серьезные люди, тут, так сказать, там, все схвачено. Я не знаю, где сейчас там эти герои той истории, но, как бы, я помню, что никто тогда за те черепицы, как бы, особо не вступился. Вот сегодня происходит, как бы, вот эта ситуация. Я не думаю, что это можно как-то исцелить или там поправить вот такими круглыми столами единомышленников, где мы друг другу, так сказать, по сути. Я надеюсь, что мы все-таки не друг другу. И я думаю, что уже наступила та ситуация, когда молчать уже просто не позволяет совесть. Ну вот я как бы и хочу сделать такое, ну, просто заострить на таком моменте, что это все, конечно, эти беседы, они должны иметь какое-то и реальное продолжение. То есть какое? Ну, Давайте это, подавать в суд. это я уже не кто знаю. верит, да. То есть кто допустим, верит там, в справедливость и гуманность российского государства, конечно, может это решать в рамках, так сказать, российского там, законодательства. Я не знаю, куда в таком случае полагается там, подавать. Там, прокуратура, что у них еще есть. И там Министерство культуры, там, Комитет по охране памятников. Там, тот, допустим, кто еще до сих пор верит там, в международную общественность, но ведь никому не запрещено там писать, я не знаю, там, в Брюссель там, куда-нибудь или там, в Женеву, но может они там выразят глубокую стурбованность. Вот, там, кто верит в силу прямого действия, ну, пожалуйста, подавайте заявление там, на санкционированный митинг, так сказать, возле там, Ханского дворца. Ну, то есть, как бы, есть различные пути, по которым можно идти. Но что касается меня самого, как бы, ну, я, так сказать, как человек ученый, наверное, не верю ни во что, потому что я не столько верю, сколько знаю. А знаю я следующее, что власть, так сказать, особенно как бы эта власть, она сделает, что захочет, как захочет и где захочет. И ничто ее не остановит. Ни лайки в фейсбуках, там, ни, так сказать, наши беседы. То есть, ну, так она работает, такая костная машина, которая... Как с этим справляться? Ну вот я думаю, это вот уже тема для, так сказать, дальнейших дискуссий. Какие шаги конкретные кто может предпринять. Ну, тема сегодня была по меньшей мере поставлена. Спасибо. Спасибо большое, Людмила. Ну, я воспринимаю памятник как цельную вещь, то есть и с фресками, и со своими конструкциями, и с той же самой черепицей, которая, кстати, для дворца имеет очень большое значение, в отличие, например, от сербских памятников, где они кроют действительно современной черепицей, но там фасад. У нас здания простые, по архитектуре, по своей. Понимаете, и работа черепицы, когда мы ее видим, вот это поле именно вот этой вот ручной черепицы, ее невозможно заменить на современную черепицу. Оно будет совершенно по-другому работать. Потом я хочу сказать, что мне, конечно, очень жалко кровлю над ханской мечетью. Я была там, это было грандиозное сооружение. Оно красивое, масштабное по своей конструкции было, понимаете?
я сделала фиксацию, фиксация была рабочая, то есть я думала, что я потом ее лучше отфиксирую, понимаете? Потому что нужно было чертежи сделать, понимаете? Я не уверена, что они сейчас сделаны. Возможно, что ее разобрали, не сделав. Вот это мне жалко. Я могу сказать, что над золотым кабинетом, над залом дивана, над посольским залом тоже сохранилась старая конструкция. Сейчас ее демонстрируют как хлипкие бревнышки. Действительно, там сечение самих несущих конструкций небольшое. Так мы должны удивляться, что люди могли такими, понимаете, простыми способами решать задачи очень классно. И в этом-то весь резон. Поэтому, понимаете, жалко. В первую очередь, конечно, во всех этих конструкциях у них страдают стыки, но стыки решаются накладками, понимаете, какими-то специальными решениями, а не заменой полностью конструкции, понимаете, то есть это решается совершенно, и вот Эдем Ага, кстати, на своих страничках, там он как раз показывал, как может в каких-то конкретных случаях решаться. Такие учебники есть, и, в общем-то, не следует как бы злоупотреблять как бы вот этим вашим временем. Еще я хочу сказать, что когда просто сняли крышу с большой ханской мечети, ее никогда не снимали, понимаете? Это впервые было сделано за 200 лет. И, конечно, я уверена, чтобы если там работал реставратор-специалист, он бы, возможно, нашел бы и переделки, нашел бы какие-то археологические данные, которые бы обогатили нашу историю. К сожалению, эта часть истории у нас уже безвозвратно утеряна, понимаете? И выброшена просто. Вот это жалко. И мне очень не хочется, чтобы это повторилось над золотым кабинетом, над посольским залом, над залом дивана, понимаете? То есть мы должны сохранять эти конструкции, потому что мы их больше нигде не увидим. Потому что наши здания, которые находятся вокруг Ханского дворца, в Бахчисарае, в Белогорске, в Симферополе, в Феодосии, в Кафе бывшие, понимаете? Дело в том, что это жилые дома, там контролировать сохранность этих конструкций очень сложно. И в этом задача нашего музея как раз была именно здесь сохранить конструкции, то, что мы не можем сделать в жилых домах. А мы это, потому что мы говорим, что жучок, потому что мы говорим, что какие-то повреждения, но это все решается другими способами. Спасибо. Эдем. Ну, банально, пришли люди, которые считают, что вот все 50, там, 60, может быть, даже последние 100 лет делали все неправильно. То есть и вот они внедряют свои какие-то методы, которые, в общем-то, трудно назвать реставрацией. Но мы вот в ходе разговора упустили еще одну такую важную часть, я считаю. Ну вот Ханскому дворцу надо служить все-таки. Мне кажется, что те люди, которые сейчас работают, они все пришли в 2014 году. Все, абсолютно. От генерального директора до кончая начальника отдела. Надо начальника отдела. Ты имеешь в виду администрацию? Я имею в виду администрацию Ханского дворца. Вот начальник отдела охраны памятник Морозова, она получила должность эту в начале, не имея высшего образования. Она сейчас на 2-м курсе учится. А сняли человека с 20-летним стажем работы в этом дворце. Ну вот это только одна часть. Я ни в коем случае не хочу обидеть эту девочку. Возможно, она и станет когда-нибудь хорошим специалистом. Но Ханский дворец даже изнутри защитить некому. То есть там находится вот эта администрация, которая пришла. Там ни одного профессионала фактически не осталось. Там осталась вот эта администрация, которая пришла. И вот есть у нее офис. Она заботится, кстати, больше всего об офисе своем, вот этот корпус офисный. И больше ни о чем. Проблема не только в самом Ханском дворце. Разваливается Исмихан джами, никто даже маяков уже давно не ставит. Проблема в Занджирлы медресе, которую недавно отреставрировали, все сыпется, потому что микроклимат нарушен, убрали оттуда котел, обогревают административный корпус этим котлом. Понимаете? И поэтому, ну вот стоит выступить, и сразу вот эта армада впереди, вот из наших крымских чиновников, которые начинают вот это все защищать. Вот стоило мне сказать, что там с образованием проблемы, приехали,
вот создали некую такую бутафорию. То же самое и это в Ханском дворце. Вот собрали вот стариков, показывают какие-то балки, ни одного специалиста. Фактически дилетанты объясняют дилетантам, что кто-то там делает правильно. Дилетанты во всех структурах. Поэтому если мы сами не создадим какие-то структуры, внутренние структуры, которые будут защищать эти наше культурное наследие, то она никому не нужна. Мне кажется, что для власти главное вот этот вот пропагандистский какой-то эффект и больше ничего. И поэтому они с такими темпами, не столько пропагандистский, сколько работают. Они пиар-эффект, поэтому такие темпы. Иначе я не пойму. Подготовиться к Ханскому дворцу нужно было года 2, прежде чем начать. Это пройти такое масштабное количество исследований в летний период времени. И смотрите, они начинают работу вот в сентябре проект и уже снимают крышу. В зиму, казалось бы, дождись, там еще осталось немного. Нет, нужно немедленно начать, потому что тут, может быть, это связано с выборами. Мне сложно сказать, почему. Понимаете? Там месяц, подожди, начинай. Не забывайте об эффекте приезд под названием «Приезд царя», который у Нет, нас дело в уже том, давно. что когда закончили первую стадию противоаварийных работ, прошло больше полугода, ничего на Ханском дворце не делалось. Помните, когда и опять в октябре месяце опять начались работы. А деньги, когда приходят, тогда их осваивают. Дело в том, что ответят вам. Лилия, я могу вам сказать, что я, когда была на медресе в Старом Крыму и смотрела мечеть узбека, дело в том, что я видела этот фасад в гораздо лучшем состоянии. Там камни настолько деструктировались, там настолько идет разрушение именно портальной части, вот входа, катастрофически. После понимаешь? реставрации. Нет, вы После знаете, аварийных работ. возможно, потому что размораживается, ну, например, они, когда делали противоаварийные работы, они сняли кровлю с мечети, и она всю зиму стояла, ну, даже месяц, предположим, все равно она промораживалась, То, понимаете? что сейчас происходит на Ханском. То есть в данном случае это вызывает Вот это вот росписи, они все сойдут со временем. Вы знаете, я просто одно перечисление того, что сейчас зафиксировано просто неравнодушными людьми, которые даже мимо прошли сверху, там с горки что-то сняли. Это ну, только перечисление, это, наверное, минут 20 займет. Но нам, к сожалению, надо уже заканчивать наш эфир. И я тоже, наверное, скажу по этому поводу. Вот есть такой медицинский термин, да, вернее, такое выражение, мы его теряем. Это врачи говорят о пациенте, об умирающем пациенте. И мне кажется, он как нельзя лучше подходит к ситуации с Бахчисарайским дворцом. И если не остановить вот этих, я не знаю, как их назвать, назову их горе-реставраторами, мы, мне кажется, не кажется, я уже точно знаю, вместо аутентичного дворца макет. получим такой дешевый, безграмотный, дешевый не в денежном смысле слова, новодел. И я тоже не знаю, пан Алекса, что делать. Для меня вообще не характерно служить, так сказать, выступать в качестве оптимиста, но мы его не теряем. Хан-Сарай простоял 500 лет почти уже. Он пережил такие события по сравнению и Я такие тоже верю, разрушения, кстати, в по сравнению дворец. с которыми там сегодняшнее вот это вот как бы все, это мелочи. Хан-Сарай Но пылал если вода огнем. подымется, если это будет давить на водоотвод, и вода, грунтовые воды подымутся, Нет, это он не не сложится, станет. как картонный То есть домик. Хан-Сарай, он простоял 500 лет, он видел очень серьезные разрушения и проблемы. Я думаю, что он простоит. Ну, будем надеяться, что Еще вот долго. этот железобетон станет тоже частью истории, да, Хан-Сарая, только я не знаю, в какой ЮНЕСКО мы после этого попадем, как это стали потемкинские перестройки в нем, я очень надеюсь. И тем не менее, я просто знаю точно, что вот когда у человека болит сердце, да, он не ложится на диван и не ждет, и сейчас начну помирать. Да? Он там, я не знаю, лекарства пьет, пульс себе меряет, давление меряет, скорую вызывает, но точно не собирается помирать. Вот Бахчисарайский дворец для меня и я думаю, для многих людей это сердце Крыма. И если кто-то, кто там сейчас кувалдой бьет по этому сердцу, думает, что можно и без сердца прожить, или заменить его на какое-нибудь картонное или бетонное это сердце, да,
то мне так не кажется. Потому что, наверное, можно жить, оно, может быть, это картонное сердце даже некоторое время, может быть, постучит, пока там не рассыпется. Но как-то очень противно жить на полуострове с картонным сердцем. Хочется живого, аутентичного, которое билось веками. И я не знаю, что можно сделать. По крайней мере, начать кричать об этом и, возможно, использовать какие-то существующие в мире технологии реагирования общества на то, что этому обществу не нравится. И эти технологии абсолютно законны. Вот на этой пессимистической с оптимизмом Алекса Гайворонского ноты мы заканчиваем свой эфир. Это был эфир на портале Crimea Tatars, посвященный тому, что происходит сейчас в Бахчисарайском дворце. Хочется, чтобы это сердце, не переставая, билось и дальше. Спасибо вам большое. До свидания.